На перегонки по тротуарам, змейкой пролетая между пешеходами. Кто-то вообще выскакивает на проезжую часть. Такая картина на городских улицах становится уже привычной. И, как следствие, все чаще в сводках ГИБДД мелькают эти самые электросамокаты. С их участием в этом году в республике зарегистрировали 6 ДТП. 4 из них в Казани. 1 человек погиб, 6 ранены, 4 из них – дети. Занимайтесь, это вопросы города. В течение недели примите решение, каким образом эти самокаты эксплуатировать будем. Это поручение Рустам Минниханов дал Денису Калинкину, Наилю Магдееву и Тимуру Нагуманову ровно 7 дней назад. В Казани в поиске решений за один стол сели мэр, начальник ГИБДД республики, врачи, прокуроры и представители сервисов проката электросамокатов. 2000 электроустройств, вот у меня в справке, только в Казани, только в аренде, сколько в городе частных самокатов на сегодняшний день не может знать никто. Только за май в травмпункты города после падения с электросамокатов обратились 915 человек. Страдают и водители, и пешеходы. Первое решение – сократить места парковки. Всего компаниями по шерингу самокатов было запрошено 1200 парковочных мест для самокатов. После рассмотрения Управлением архитектуры и градостроительства было согласовано не более 500 из них. И на безопасность их проверит еще ГИБДД. Плюс компании по аренде самокатов согласились, чтобы погрешность парковки была сокращена с 40 до 15 метров. И главное, ограничивается скорость. Есть у нас на данный момент 70 зон, которые у нас есть 15 км в час, есть 10 км в час. Но если у нас и 13 зон запрета движения, причем в них попали такие, как парк Кырлай, например, Экстрим парк Урам. И этот список будет дополняться. Рекомендовано и ограничить возраст пользования самокатами с 16 лет. В Набережных Челнах своими предложениями по электросамокатам с нами не стали делиться. Их нет или они в работе. В Альметьевске ситуация чуть легче. Здесь много велодорожек, но и по ним скорость передвижения предложили ограничить. Именно в центральной части города и по улицам с высоким трафиком пешеходов до 15 км в час скорость ограничить, а по магистральным улицам, как Шевченко, Бегаш и Зарипова, оставить скорость без ограничений до 25 км в час. Помогут ли предложения повысить безопасность, покажет статистика. В любом случае, это только муниципальные меры. На федеральном уровне пока нет утвержденных правил по использованию электросамокатов. Салават Ухмадуллин, Филиза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Казань, Альметьевск. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.